асимметрию смотришь, чтобы было все. Альфинур Яруллина плетет из бисера броши, деревья и другие инсталляции. Увлеклась этим 5 лет назад в кружке реабилитационного центра для инвалидов. У нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Бисероплетение принесло ей победу на национальном чемпионате по профмастерству среди людей с ОВЗ. В ноябре в Москве она быстрее и лучше всех создала брошь «Ландыш». Потренировалась, ничего, и справилась с заданием. 3 часа вот это все давалось. По определенным меркам, да, и по описанию, вот сколько рядов там, сколько там должно быть бусин. Сначала думала, не успею, вроде казалось, все там мало времени. Но ничего, еще раньше немножечко сделала. В Обилимпиксе Альфинур Яруллина участвует не первый раз. В 2020 году ей уже присуждали первое место в компетенции художественное вышивание. Я очень благодарна, допустим, Обилимпиксу, вот, ну, то, что есть вот это вот движение. Веру в себя, что ли, какое-то вот разнообразие. Твоя цель, Виталик, попасть как можно ближе к белому. И не дать мне поставить ближе. Можно ставить забор. Кресло никогда не было помехой в достижении поставленной цели, говорит инвалид с детства Алексей Завалишин. 10 лет он занимается боче. Сейчас тренирует людей с ограниченными возможностями здоровья в спортивном центре при мечети Ярдем. Свои возможности показал на Обилимпиксе в Москве, только не в боче, а в репортажной съемке. Просто залез на сайт, открыл перечень того, что можно там делать. А мне всю жизнь нравилось фотографировать. И я решил себя попробовать в этой сфере тоже. Надо было снять репортаж об Обилимпиксе. Из 10 участников я занял 2-е место. Алексей признается, занять призовое место помогла его коляска. У меня есть преимущество, что я делаю все фото снизу. У ходячего человека нет такого преимущества. Когда человек ходит, он не замечает много ракурсов, хороших там, точек съемки. Вот такие проекты, как Обилимпикс, волонтерские движения, они показывают, что ограничения какие-то по здоровью, это ни о чем не говорит. Национальный чемпионат по профмастерству Обилимпикс – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится по национальному проекту образования. Первый этап чемпионата прошел в дистанционном формате, второй уже очно в Москве. Участие приняли более 1000 людей с ограниченными возможностями здоровья. 292 из них – татарстанцы. В общекомандном зачете наша республика завоевала 2-е место, уступив лишь Москве. Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.